являются представители наших партнерских государственных организаций, как ГДР, Госкомиссии по делам религии, Республиканский центр управления здоровья и эксперт по психологии, наши партнеры, представители религиозных организаций. Мы благодарим наших постоянных участников, которые постоянно участвуют на наших мероприятиях. Надеюсь, что данное мероприятие приносит свою пользу. И сегодня мы поговорим об этой тематике. Так, по данным экспертов, более 40% жителей Европы подвергаются риску психологических проблем. И согласно опросам, около 12% населения всех стран мира испытывали плохое физическое состояние от 5 до 7 до недели. То есть карантин и связано с данной пандемией стрессовая ситуация очень негативно влияет на психологическое состояние всех нас, всех проживающих на нашей земле. И тоже касается и Кыргызстана. И когда мы были на карантине, мы слышали много неприятных новостей, что бывали очень плачевные исходы, каких-то семейные драмы, там, были проблемы с детьми, суициды, количество суицидов увеличилось. И все это, конечно, какое-то есть влияние вот именно ситуации, такой карантинной ситуации, в которой оказались все мы. И сегодня мы поговорим об этом, как с этим бороться, и если даже не бороться, то как минимизировать такой риск плохого или же губительного воздействия на психику человека. С этой целью на сегодняшний вебинар мы пригласили представителей Республиканского центра укрепления здоровья, чтобы они могли предоставить актуальную информацию по борьбе с COVID в Кыргызстане и могли дать свои рекомендации по укреплению здоровья. Также мы пригласили психолога, эксперта по ментальному здоровью Гулю Самединова. Она является штатным психологом нашего онкологического центра. Она поделится своими рекомендациями, как быть человеку, как бороться или противостоять влиянию на психическое здоровье человека, как бороться со страхом и тревожностью во время пандемии. Но для начала я хотел бы, если у нас присоединился представитель Госкомиссии по делам религии, да, я вижу здесь Джунус Мазалиев. Здравствуйте, Расул. Прошу прощения, у нас почему-то интернет отключили. Я хотел бы вам предоставить слово, чтобы вы смогли поприветствовать участников от имени Госкомиссии по делам религии. Спасибо большое, Расул. Здравствуйте еще раз, уважаемые участники. Меня слышно? Да, все хорошо слышно. Здравствуйте еще раз. Приветствую вас на этом очередном вебинаре. Очень актуальную тему подняли, такую последствия ковид. Ну, знаете, я немножко подумал, что ковид, вот эта вся система меняла наше поведение, несмотря на наши привычки, то, что мы делаем. Ну, с другой стороны, это хорошо, что мы научились пользоваться масками, дезинфекторами и дистанцию, но я все же думаю, что это есть негативное повлияние, потому что уже видим результат, что школьники немножко асоциализировались, они трудно привыкают к обществу. И если если делают школьники, то, мне кажется, и взрослые тоже
подвержены к этим состояниям. То, что мы отвыкаем от каких-то близостей, от каких-то общений, имеется в виду реальных общений. И все это остается и накапливается, и в будущем, возможно, мы как-то по-другому будем относиться друг к другу. И в целом, ну, вообще-то, это меры очень нужны для того, чтобы, мне кажется, победить все это. Ну, и Джинус, у вас выключился микрофон, пожалуйста, включите микрофон. О, Да. теперь слышно? Да, теперь слышно. Прекрасно. Ну, я имею в виду к тому, что последствия и ковида очень можно относиться негативно. Да, в социальном смысле, конечно, да. Ну, как вы правильно заметили, конечно, эта ситуация требует такой социально дистанцированной и социальной изоляции до определенных моментов для достижения каких-то прогрессов в борьбе с COVID. Конечно, да, есть проблемы социальной отчужденности, могут быть последствия для, как вы обозначили, для учеников тоже. Но что поделать, мы в такой реальности оказались. Теперь нам предстоит с этим дальше жить, да? Да, коллеги, я еще раз хотел попросить, вы можете выключить микрофоны, но включите, пожалуйста, видео, чтобы мы друг друга могли видеть, созерцать, если это возможно, конечно. Да? И я хотел бы на данном мероприятии еще поприветствовать наших коллег из швейцарского посольства, которые участвуют сегодня у нас на вебинаре. Именно швейцарское посольство является донором данного проекта, и International благодарит их за такую поддержку, потому что это очень нужный проект и очень необходимый. Да? Дальше я вот хотел бы передать слово представителю РЦУС. Да, они подключатся чуть позже, у них проблемы с техническими. Окей. Тогда мы можем предоставить слово Гуле Самюдиновой. Да? Хорошо. Да, здравствуйте еще раз, Гуля, вам слово. Здравствуйте, рада вас видеть. Спасибо за эту возможность поделиться тем, что дает здоровье, свободу нашим гражданам. Вот, тема очень важна, актуальна на данный момент. Влияние COVID на психику человека. Психика – это неотъемлемая часть человека, потому что если считать, что человек состоит из 3 частей, это как внешняя оболочка тела, внутренняя – это душа и дух, получается. Тело – это организм, это отражение того, что внутри происходит. Душа – это наши чувства и эмоции. Если одна из вот этих сфер, она как-то имеет дисгармонию, то обязательно страдают все 3 части, поэтому это очень важно. Любое событие, любая ситуация, она влияет на психику, на наше мировоззрение, на наш внутренний мир. И я приготовила маленькую презентацию. Некоторые из них, они были взяты из опыта, когда мы в процессе вот с марта месяца начинали общаться, и любой год он особенный, потому что если мы живы, то значит все еще продолжается наша борьба, наши желания, мотивации, это, вы еще здесь, поэтому очень важно понимать. И нам, наверное, не надо забывать этот год, но и не надо помнить ее только с плохой стороны, потому что он очень трудный был для каждого. Этот вирус, эта ситуация с карантином, она, коснулась многих. И если внутри подумать, какими словами вы сами бы, каждый из нас, он написал бы этот год. Возможно, каждый из нас, он найдет и сильные, трудные стороны, и плюс те стороны, которым, я, оказывается, научился чему-то,
У нас сейчас новая веха такая идет, что мы полностью идем на вебинар, на обучение, то есть образование тоже можно получить через онлайн. Мы научились мыть руки. Я помню, когда в первых месяцах кишечное отделение говорило: о, надо же, ни одного пациента, мы, кажется, так свою работу потеряем. Я думаю, оказывается, просто нужно было руки помыть. Это удивительно. С другой стороны, ну, мы больше узнали, что такое витамины. Мы больше узнали не просто понятие правильное питание, а полезное. Вот наука, нутрициология появилась на клеточном уровне, как она влияет, потому что одно и то же всем прописывать, одно и то же всем витаминам пить, это тоже как очень нерационально. Нам нужно знать свое тело, свои внутреннее состояние, а потом уже на основе анализов, потом уже дозу подбирать и пить. То есть это все взаимосвязано, потому что мы цельные личности, мы сосуд, который очень хочет гармонично и с наслаждением, и знаете, вот с радостью жить, потому что мы родились, жизнь — это как подарок. Поэтому, но вот то, что в мире произошло и происходит, ситуация с нашим государством, с коронавирусом, это все повлияло на то, что очень увеличилось состояние тревожных расстройств, страхов, стрессов. Вообще страх, стресс и тревога — это адаптивные инструменты для самосохранения. Вот в каждом человеке есть определенная какая-то программа. Вот если не будет страха, это уже бесстрашие, другая крайность, когда человек с горы падает, это тоже, думаешь, это уже тоже страшно, это уже крайности. То есть страх, стресс и тревога, они в определенных дозах нужны нам, без них мы никак. Но если эта доза превышена, то здесь уже идет реально дисгармония на клеточном уровне, вся химическое состояние, химический уровень, это значит наша гормональная сфера, оно когда меняется, то есть сам организм, это как большой, сильный, ресурсный механизм, он начинает давать сбой, это как с машиной, да? Если нормально не ухаживать за машиной, значит не будешь ездить нормально по дороге. Будешь буксовать. То же самое и с организмом. Очень важно следить за своим внутренним состоянием. А что я чувствую? А что происходит? Вот, и я хотела бы поделиться одной техникой, но это все психологи знают, она очень легкая. Можете следующую, слайд 5. Ага, следующее. Ага. Я извиняюсь, Гуля, я Да. забыл одну вещь предупредить. Уважаемые коллеги, урматтуу катышуучулар, эгер сиздерге орусча кичине кыйынчылык туудуруп атса, бул жерде биздин жардамчыбыз Абдыкар, котормучубуз Абдыкар Султанов которуп жатат кыргызчага. Немесинде көрсөңүздөр болот, чатында жазуу Рахмат. Рахмат, кечирип коесуз. Хорошо. Если посмотрим на эту картину, вот первая, да, слева, у человека очень много мыслей, очень много переживаний, стресса, он не знает, он даже не может дышать, потому что когда у нас очень много тревоги, в первую очередь наши легкие страдают, мы не можем балансировать наше дыхание, а потом это ниже идет. И если кислород не поступает, это тоже влияет. Поэтому возьмите, пожалуйста, листок, бумаги, карандашик и просто выписывайте все, что в голову придет. Вдыхайте, выдыхайте, выписывайте. Правильно, неправильно, здесь нету такого, просто потому что вы особенный, вы другой. Выписывайте, а потом, когда вот второй рисунок, он уже в процессе, да, показывает, иногда кто-то может рисовать, это у каждого индивидуально, отдельно. Третий человек, третья картинка, когда он уже все выписал, нарисовал, выдыхает, и он как-то успокаивается. Через это я могу упорядочить свои мысли. Это очень элементарно, думаю, что, может быть, это сработает. Это реально работает. Я так работаю с людьми. Я говорю, хорошо, давайте, потому что мысли, это как, знаете, рой пчел. Пчелы, они бегают, говорю, летает, это не можешь ухватиться, поэтому нужно успокоить себя, а потом уже я смогу контролировать себя. Очень важно это. Следующий слайд. Когда будем выписывать, и у нас может быть одна страничка А4 или 2, или может быть 10 штук появилось, мы задаем себе вопрос. Что я чувствую сейчас? Почему важно сейчас? Потому что чаще всего мы думаем либо о прошлом,
эх, в Советском Союзе было так, или, о, в прошлом году я жила, а сейчас не могу жить. Такое чувство, что я не хочу этот год видеть. Либо мы живем в будущем. А вообще будущее, думаешь, надежды-то нет, получается? А как жить? А что будет завтра? Ой-ой-ой, я за детей боюсь. А у меня учеба как будет? Что будет с дипломом? То есть здесь и сейчас, сесть, начать. Что я чувствую сейчас? Боль, обида, горечь, хорошо. Где это в теле ощущается? Ни одна эмоция не уйдет бесследно для тела, она обязательно даст какой-то фидбэк, ответ. Поэтому очень важно, может быть, это область груди или что-то меня колет здесь. То есть я очень много пациентов, клиентов видела, когда говорили, у меня вот здесь колет, не могу понять. Анализы сдают, ничего нету. Потому что вот эти мысли, они не дают покоя, тревога, прям на таком масштабе идет. И мы сидели, то все прописывали, говорю, хорошо, теперь дальше идем. Почему я это чувствую? Задать себе вопрос, что запустила? Информация? Новости все негативные были. Во время этой пандемии все негативные новости. Думаю, что-нибудь даст нам какую-то, не знаю, радостную какую-то новость или как-то успокоить самого человека. У нас сеть 24 часа, одни новости негативные были. Это тоже влияет. Или, например, человек вроде бы проснулся, все хорошо, но соседа увезли и его хоронят. Это тоже страшно. Или родственника потеряли. Этот вирус, он коснулся почти каждую семью, поэтому нам нужно анализировать, что запустило. И индивидуально вы сами для себя найдете причину. Если найдем причину, то это легче будет облегчить и убрать симптомы, потому что мы часто симптомы притупляем лекарствами, обезболивающими, всем остальным, но причина-то не уходит. Потом, хочу ли я это отпустить? Спросить себя. Хочу я это отпустить? Потому что часто мы говорим, я вот чувствую, а вот отпускать не хочется. Это выбор. Это внутренний разговор с собой, потому что оно у каждого есть. Хочу я отпустить? Да. Это под моим контролем? Нет. Тогда зачем я трачу впустую свой порох? Не получится. Энергия, ресурсы, она настолько, насколько мне хватит. И последний вопрос, когда я это отпущу? Иногда бывает, что мы от вот этих стрессов, тревог или обид, непрощений, да, вот мы держимся, потому что мы получаем выгоду, потому что мы получаем внимание, на нас обратили внимание, рядом с нами находятся. Честно, вот если внутри понять, то мы сами себе можем честно сказать, что да, я через это получаю внимание. Но самоконтроль, самоосознанность и взрослость, зрелость человека в том, что когда я думаю, так, это не в моей компетенции сейчас, но я могу контролировать себя. Я хочу отпустить, и это мой выбор. Я лечусь, потому что я выбираю быть здоровым, поэтому я прохожу этот процесс, все спокойно, все шаг за шагом я постараюсь весь процесс пройти. То есть, когда в душе тяжело и чувства прям не знаешь, как контролировать, важно это все вербализировать. Когда снутри выходит сюда разум, мы начинаем все понимать себя, вербализируем, и тогда мы можем сделать выбор. Понятно, непонятно для себя. Это очень важно для самосознания человека. Также следующий слайд. При стрессе, пожалуйста. Стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы не первые, не последние, кто испытывает этот стресс на всех уровнях. Вот. И, пожалуйста, совет или рекомендации. Ванночки для релаксации проведите вечерком, какими-то с эфирными маслами, с солями. Это очень успокаивает нервную систему. Прогулки. Сейчас нет у нас ЧП и ЧС. Пожалуйста, в масках 45 минут, именно как пешком. А также под солнцем, если днем можно прогуляться, немножко в парке посидеть, 20 минут. Солнце тоже радует. Когда в комнате темно, это тоже влияет. Цветовая гамма, она реально создает внутренние даже изменения. Светло сделайте, вам радостно станет. А если у вас в комнате обои темные, все темно, конечно, чувство тревоги, она начинает подниматься.
Вот, не смотрите, пожалуйста, новости. Если прям, ну, конечно, совсем не знать новости тоже нельзя, но хотя бы по минутам. Утром 10 минут, не знаю, посмотрели, убежали на работу. Вечерком там 1-2, либо вообще уберите. Потому что если вы чувствуете, что вы не можете контролировать этот уровень стресса, лучше убрать это. Вместо этого ставьте фильмы или музыку, которая вам понравится или даст надежду, что, ну, трудности у всех, я не первая, не последняя, мы сможем пройти, я смогу пройти. И последнее – это растяжки, гимнастика, 10-15 минут, у каждого своя, кто-то бегает, кто-то пеший ход, прогулки делает, то есть у каждого свое, поэтому это очень важно. Это вот как регулировать тревогу, переживания, стресс. Что интересно, что этот коронавирус, он показал тоже, вскрыл другие наши проблемы, которые они и раньше были, но он показал, что это было очень хорошо шлифовано, это было очень закрыто, либо это было стыдно. Такие проблемы, как насилие в семье и суицид среди подростков. Угу. И можете следующий слайд, пожалуйста? Да. Следующий, ага. Угу. Можете прочитать это, если хотите. Следующий, да? Да, следующий, ага, пожалуйста, следующий можно? Ага. По статистике насилие в семье, почему я говорю, что это не новая проблема. По сравнению с прошлым годом, по статистике на 64% больше инцидентов, чем до этого было. То есть это культуральная вещь на самом деле, насилие в семье, оно подпитывается давным-давно мнением, общением. И вот 2682 – это цифра инцидентов, которые официально обратились в правоохранительные органы. Поэтому, и что интересно, что вот эта цифра, я думаю, она не точная. Почему? Потому что официально обратились, но есть те, которые неофициально, потому что в селах, например, это стыдно, это позорно обращаться, чтобы ссоры из избы выводить. Поэтому насилие в семье, неуважение, вот это все у нас идет, подпитывается и культурой, и людьми, которые мы не умеем осознанно решать конфликты какие-то или конструктивно, да, идти на переговоры друг с другом. У нас больше такое молчать, слушай, уважай. И можно следующий слайд? Я хотела бы просто, я размышляла о том, что вот есть две роли, жертва и агрессор. И жертва, и агрессор, что интересно, есть базовые 3 эмоциональные нужды. Это любовь, внимание и принятие. Неважно, это малыш, который только что родился, или это 99-летняя бабушка или дедушка. Все мы нуждаемся в любви, в принятии, внимания. И для того, чтобы вот эти эмоциональную потребность восполнить, я прибегаю к таким крутым, знаете, вот изворотливым стратегиям. Так психика работает. Ей нужно восполнить. Если я не получаю внимания, я сделаю все, чтобы я получила внимание. Это вот мы так устроены. Вот интересно. Есть разрушительная часть, когда мы совсем другим путем получаем покрытие этих потребностей, а есть созидательная часть. Так вот, когда жертва и агрессор берут и привыкают к какой-то определенной роли, это все говорит о том, что они с детства научились. А если родители, они такой стиль общения между людьми показывали, то, получается, эти родители, они же откуда-то получили. Вот интересно, это как испокон, как бы из поколения в поколение передается. Получается, что это культурная наша беда, что мы не умеем, и у нас слабеет семейный институт, ценности слабеют, очень важно. Я не знаю, вот у меня папа, ему 81, слава богу, и он иногда с такой печалью говорит: почему вы сейчас друг друга не слышите? Кызым, почему? Почему вот муж, жена, вы не умеете общаться? Я такая сижу, говорю, а что поменялось? А вот он говорит, и вот интересно, вот размышляешь, и вот, наверное, у нас ценности слабеют.
мы не умеем сейчас прощать, мы не умеем рационально реагировать и решать конфликты. Мы сразу конфликт воспринимаем, что, о, это война, мне нужно доказать, мне нужно подавить человека, чтобы получить свое, чтобы получить принятие и любовь. Представьте, внимание, если так посмотреть, то это как на самом деле вот эти потребности получаются. Вот и агрессор хочет это получить, и жертва хочет получить. Но в любом случае это семейная проблема. И изначально среда, в которой они выросли, вот оно вобрало, впитало вот эту стратегию общения между разными полами. Вот, следующий слайд можно? По поводу суицида среди подростков. Не было бы центров, телефонов доверия, например, даже кризисных центров, которые помогают, если бы вот действительно ребята не обращались. Подростки – это определенные категории людей, которые очень уязвимы. Они как на пороге выходить во взрослую жизнь, но в то же время они как дети еще. Подростки – это они проходят половое созревание, это пубертатный период. Поэтому гормоны, они могут то вверх, то вниз, вот еще нестабильны, но они ищут себя. На вопрос «кто я?» для них это актуальная тема, поэтому помочь нам нужно, нам, взрослым, помочь. Хорошо, в какой сфере ты хочешь развиться, что тебе нравится? Вот таким образом мотивировать их, ободряя. А у нас как? Ты должен. Сейчас, знаете, даже проблема и давление для подростков, потому что онлайн-обучение, из-за того, что система еще, родители мы сами не подготовлены, как помочь ребенку получить диплом. Хотя, думаешь, диплом уже не всегда помогает тебе, чтобы ты мог реализоваться. То есть подросток на таком перепутье стоит, что он должен адаптироваться в этой изменяющейся ситуации, чтобы найти себя и в то же время из себя питать, быть человеком, как мы говорим, да? Поэтому ожидание колоссальное для этого ребенка, для подростка. И когда мы говорим «ты должен», это стресс, и он уходит, просто закрывается и принимает определенные действия. Суицид – это намеренное действие лишения себя жизни. Это намеренно, это человек, он конкретно понимает, что он делает. Но следующий слайд можно? Угу. Что мы можем, как мы заметить можем? Мы можем заметить тогда, когда, если ребенок, если подросток, он изолируется, он может уединяться в своей комнатке, он подолгу может не выходить, уткнувшись в свой телефон, закрыться. Иногда бывает, что комната его даже, вот шторы не открыты, вот в темноте, ему нравится в темноте, чтобы никто его не замечал. Через вот эти вещи мы можем заметить. Иногда он может вскользь или открыто говорить: ой, не хочу я жить, я устал, ничего хорошего не будет. Или такие фразы: скоро вам, и не нужно беспокоиться обо мне. Я помню одну ситуацию, когда бабушка не смогла увидеть и сберечь своего внука, потому что он все время говорил, говорит: я хочу в холодном месте лежать. Кыргызча мен муздак жерге жаткым келип атат, деп айтыптыр. И бабушка ревела, она так плакала, как я это не разглядела, деп. Поэтому ободрять, быть рядом с подростком, вот быть рядом, знаете, не вверх, не выше, что я учитель, я лучше знаю твою жизнь, а вот как ментор же есть, вот как через рекомендации помогать ему раскрыть тот потенциал, который в нем есть. Он уникальный, каждый человек, он уникальный, поэтому очень важно. Он может раздавать вещи, которыми дорожит. Вот то, что ему было важно, он сейчас легко может: забирайте. Может быть, у него такая улыбка, которая, знаете, вот неестественная. И родители, они могут это почуять, но потом суета и забота, она просто отвлекает, и они уходят. Бывает такое. Или перепады настроения. От депрессии до счастья. Что такое депрессия? Это глубокая печаль. Печаль имеет свои стадии. Знаете, вначале это разочарование. Вот раз нету ничего, он говорит: разочаровался в людях, в своей мечте, в реализации, даже не могу себе это позволить, не получается с людьми общаться, а потом вот эта вот печаль растет, и это очень глубоко уже проникает, и потом появляются признаки депрессии.
или может он перестать заботиться о себе. Это простые, ну, первое, ну, как бы это гигиена, мыться, не знаю, ухаживать за собой. Или даже, мам, мне нравится это платье, я хочу купить, дай мне деньги. Вот даже через вот эти вы можете заметить, чтобы, ну, что что-то с ребенком, внутренним миром что-то происходит. У нас у всех есть разочарование, но когда глубокое, это уже, знаете, уже обязательно нужно медикаментозно помочь для того, чтобы вывести его на состояние, когда есть выход, оказывается, можно. Представьте, глубокая печаль – это тогда, когда вот мозг внутри, как будто ты заполнен темнотой, там нету света, даже маленького лучика. И вот в таком состоянии он может сделать выбор, что смерть или суицид – только единственный выход. Вот. И как мы можем помочь? Ну, в первую очередь, это не оставлять их в одиночестве, или мама, или папа, если заметят, или брат, сестра, или друзья, поговорить с ними, быть рядом, вот как, знаете, вот друзья рядом, не впереди, не сзади, а вот быть рядом, не избегать разговора о смерти. У нас во многих культурах смерть – это как табу, но на самом деле это данность, это как жизнь и смерть. Иногда вот у нас есть тонатотерапия, направление в психологии. Знаете, когда человек шокирован какой-то новостью, или он удивлен так сильно, это тоже, знаете, символически мы называем это как мини-смерть. Он настолько шокирован новостью, что какое-то время у него прям дыхание останавливается, и потом он начинает реагировать. Это то же самое. Поэтому, когда с ребенком или подростком разговариваем, ну, поговорить, найти причину, почему и как он пришел к этому, что способствовало, что его подтолкнуло. Конечно, это не сразу, это не одна встреча, а вот постепенно, потому что вот как в той картине, да, было, когда очень много вот темнота, вот здесь нужно потихоньку, чтобы свет туда входил, надежду давать. Вот, также не учить и помочь найти, выразить, ну, гнев, злость, свою беспомощность и неопределенность, выговорить. Слезы – это хорошо, здесь ничего плохого нету. Конечно, это должен быть человек, перед которым он может быть открытым, ну, не бояться, не сразу, может быть, но постепенно тоже возможно. Слезы – это не показатель нашей слабости. Слезы – это когда сердцу тяжело, и оно должно выплеснуть то, что вот разочарование глубокое, внутреннее. Тоже узнать и помочь ему какие-то настоящие проблемы, ну, житейские решить. Ой, ты, оказывается, не можешь вот это сделать, а я знаю пути, как можно. Пойдем вместе сделаем, попробуем, я просто буду рядом. Вместе с ним это сделать, и он увидит, о, оказывается, можно было это таким образом решить. То есть у него какой-то вот просвет появится. Дальше, что, ну, обязательно нужно обратиться к консультанту, это психиатру, и убедить, что антидепрессанты это неплохо. Просто определенный момент для того, чтобы пока он не восстановится, пока он не найдет ресурсы внутри себя, чтобы продолжать жить, продолжать радоваться. И тоже может примерами помочь. В жизни многих людей были моменты и такие мысли. Сама мысль о смерти это еще не говорит о том, что человек уже готов на это. Нет. Он может просто высказать, но если он уже высказал, это уже начало победы, нужно вытаскивать для того, чтобы внутри было спокойно. И тоже в процессе того, как он будет проходить лечение, важно тоже друзья, которые могут быть рядом. То есть лечение, с одной стороны, медикаментозное, психиатр проводит консультирование, но в то же время друзья, которые просто могут жить, радоваться, или вот сверстника как-то развивать свои навыки, способности, разные кружки есть. Или курсы есть, как-то помочь ему увидеть надежду. Это очень важно. Вот, и это, ну, то, чем я хотела поделиться, практично больше, чтобы, Да. ну, это, если поможет. Спасибо большое, Гуляй Муслимовна. Замечательная презентация, замечательные рекомендации, все практичные. Конечно, об этом говорить можно долго. Конечно, Да. люди, чтобы решать такие проблемы,
проводят неразовую терапию на протяжении Конечно. ряда терапий, да, но М. поставленные в наши жесткие рамки, временные рамки, ваши рекомендации, они замечательные. Спасибо большое. Я Спасибо. еще раз хочу напомнить, что это Гуляим Муслимовна Самудинова, психолог онкологического центра. Теперь я хотел бы предоставить нашим коллегам, слушателям, зрителям, друзьям возможность задать вопросы, уточнить, если какие-то моменты были непонятны, или же, да, для уточнения вопросы, если у кого есть, или у кого-то какие-то практические вопросы. У нас есть на вопросы-ответы где-то около 10 минут, так как у нас со временем чуть-чуть сжато, можно? конечно, Прошу программа прощения. есть. Но до вопросов-ответов я хотел бы обратиться к представителям религиозных сообществ. Вот после ответа на вопросы я хотел вас тоже спросить, какие рекомендации дает религия, чтобы справляться с ситуациями, связанными со стрессом, страхом, тревогой, да? Это после вот вопросов-ответов Гуляим Муслимовне. Вот особенно отец Алексей, вам хотел бы чуть попозже обратиться с этим вопросом, да? Да. А сейчас, я извиняюсь, Юнус. Да, у вас Да, вопрос. прошу прощения, да. Да. Меня немножко отвлекли, я отвлекся. Немножко хотел уточнить, Гуляем Муслимовна, обращались ли вам за помощью, именно психологической помощью? Или Да. статистика есть? Во время пандемии, да? Вот именно связано с Или карантином. после снятия чрезвычайного положения? Или Да. После потери во время близкого карантина вы в имеете в общем виду? целом. Юнус, еще раз повторите вопрос, пожалуйста. Последнюю фразу. Да, имеется в виду статистика вот обращающих лиц. окей. Всех, кто были заражены, и те, кто потеряли. У меня определенной статистики нету, почему? Потому что у нас очень много людей. Например, в Телеграме у нас есть чат свой. Мы во время пандемии такую кризисную консультацию сделали. Любой, кто заходил туда, и там около 1500 человек было. И вот самую такую, именно когда паника была, тогда мы обсуждали. Но потом они уже потихоньку поправлялись и уже уходят. Вот. Я не могу сказать, что вот конкретно столько человек погибло или нет, потому что психологов много и психиатров много. Я психолог практически. Например, когда идет глубокая депрессия, я просто перенаправляю для того, чтобы это было медикаментозно. А вот все, что касается когнитивной части, внутренней, я могу помогать. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Еще какие вопросы у коллег, участников? Вы можете поднять руку через Zoom, видео поднять руку, через видео поднять руку. Окей. Я хотела спросить. Да. Спасибо большое за такую информативную презентацию. У меня просто такой возник вопрос. Как вы считаете, вот на ваш взгляд, учитывая все вот эти вот вынужденные ограничения, да, насколько вот именно, по вашему мнению, может измениться вообще в будущем вообще взаимоотношения людей в социуме, да, и как вот не стать именно жертвой всех этих изменений вынужденных и сохранить в себе вот эту человечность, гуманизм, да, и открытость, ваше мнение. Спасибо большое. Что я могу сказать? Учитывая, что не только Кыргызстан находится в такой ситуации, но весь мир, изоляция, карантин повлияла, да, что социализация, может, в каком-то другом русле идет. Но с другой стороны, мы реально ощутили потребность в живых, нормальных отношениях. Почему? Потому что раньше, если все время в сотках копались, и мы говорили, мы поговорили. Живые, когда мы общаемся с живым человеком, вот так сидим за чашкой чая,
Это тоже влияет на гармоничное психологическое здоровье. Поэтому у нас будет, наверное, чуть-чуть свой, другой, но у нас будет более близкие, наверное, и качественные отношения. Я больше на это хочу смотреть. Почему? Потому что ты начинаешь понимать, кто рядом с тобой, ты начинаешь ценить их, ты начинаешь... Может быть, раньше не было времени, потому что ты все время был в бегах, на работе, туда-сюда, но ты понимаешь, что, оказывается, самое главное перед смертью, я вот в онкологии работаю, люди почему-то всегда говорят, это бабушки, дедушки, они говорят, самое важное – это твоя семья, твои близкие, и постарайся быть человеком. Я думаю, что значит быть человеком? Говорят, поступать по совести. Ты сам себе судья, ты оцениваешь, это правильно, неправильно. А если, конечно, ты только эгоист, ты только о себе думаешь, то это тоже принесет свои определенные плоды. Потому что человек не может не делать добро другим в определенный момент, когда он начинает вкладывать, скажем так, инвестировать в себя, потом этого слишком много, он начинает делиться. И это называется созидательное отношение. Ты начинаешь расширять это влияние, и это приносит благо. Это вот взращивает. Это самосознание, это внутренний рост. Поэтому минусу тоже, может быть, есть, но я думаю, качество другое сейчас пойдет. И, как говорится, кто на что посмотрит. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за вопрос и очень хороший ответ. Да, Искендер, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемая Гуля. Спасибо еще раз за презентацию. У меня такой вопрос к вам. Как вы наверняка знаете, вот во время пандемии в Кыргызстане, вот, согласно статистике, которую давала нам МВД и комендант Бишкека, то, что семейное насилие в Кыргызстане вот за это время оно выросло на 65% в Кыргызстане. Я вот хотел спросить вас, обращались к вам, например, жертвы семейного насилия за психологической помощью? Может быть, не к вам, а вот к вашим коллегам за такой определенной помощью? Какие, например, из вашей практики или из практики ваших коллег вы сделали определенные выводы из этого? И, как вы знаете, например, наша организация – это одна из тех организаций, которая как раз-таки работает в этом направлении, в предотвращении семейного насилия. И, может быть, у вас есть какие-либо рекомендации, вот, которые выходят вот из определенных выводов, да, из этой вашей работы, которые вы могли бы дать организациям, которые работают в этом направлении? Спасибо. Спасибо большое, Искендер, за вопрос. Да, обращались, но ко мне обращались еще до пандемии. То есть эта система уже, есть и женщины, есть очень много кризисных центров, где женщинам помогают. Вот единственное, мне интересно было всегда, почему мужчинам не помогают, потому что быть агрессором, это ведь тоже как бы, это стиль, который идет с детства. И я бы рекомендации, что думала? Я думала, почему наше государство не заботится о своем следующем поколении, о здоровье нации. А потом думаю, государство, почему все время вешаем на них ответственность? У нас очень много НПОшек, которые помогают, центров, которые дают информацию, помогают документационно, и психологически, и медикаментозно. Но знаете, здесь и экономически нужно помочь, потому что если жертва убегает с детьми особенно в эти центры, то эти центры, они дают только временную безопасность и временную защиту, а все остальное не получается. То есть не так получается. Потом я думала, через что можно тогда сделать? Может быть, в ЗАГСе или ЗАГС, или какой-то орган, который регулирует, вот знаете, запрещать давать свидетельство о браке до того, как они не пройдут консультацию. На консультировании там определенное, вот знаете, вот проговаривают ценности и ожидания друг от друга, что если брак, то это ответственность. Брак сам по себе не делает нас счастливым. Счастливым делают два человека, которые трудятся, чтобы этот брак, он был вот счастливым. Поэтому
Или в школах, да, может быть, в дебатах. Сейчас, конечно, присутствие ограниченное в школах, но можно было и раньше, но иногда и онлайн обучение, как дебаты делают, роль мужчины, роль женщины, брак, роли, ответственности, функции. Мы эти вещи, кто-то знает, кто самостоятельно изучает, а кто-то нет. И получается, если один партнер со знанием приходит, другой хочет просто за счет него жить, думает, да, это брак, вот я вышла замуж, или вот я женился, и на этом все, это колоссальный труд. Поэтому вот эти вот обучающие моменты отправлять, говорить, что такое уважение, что такое подчинение. Знаете, есть здоровая оценка, что такое подчинение, а есть заставленческое, заставляет, когда это уже другое, конечно, будет бунт. Мы ценности перестали вот это вот распространять, знаете, у нас как больше терпи, потому что вот все терпели. Сейчас не получится заставить терпеть. Поэтому лишь бы выйти замуж, через месяц развестись. Главное, вот статус есть, что он разведенный. Удивительно, как люди на чем строят свои ценности. Делиться вот этими ценностями. От коллег я тоже слышу, есть другие компании, организации, которые проводят, консультируют, и они меня тоже просили, но потом по времени не смогли, но другие вышли, вот, официально открытое консультирование, все через вебинар, все через это, но правам-то учить можно, нужно еще базу подготовить, среду, чтобы жертва знала, куда уйти, как подготовить документы, что это значит, иногда паспортов нету, это же вообще кошмар, в 21 веке живем, я думаю, да, это колоссальная работа. Но все начинается с первого шага. Потихоньку, если мы все придем к этому, что можно, каждый, если сможет какую-то лепту внести, чтобы это распространялось, чтобы это было в правильном ключе, почему нет? Стена с кирпичика строится, поэтому, да, у нас большая проблема, но ее нужно решать. А то мы иногда очень много говорим, но мало делаем. Может, мало говорить будем, больше делать, больше вот такое отношение, знаете? Да, да, конечно, согласен. И то, что вы сейчас сказали, Гуляй Муслимовна, очень, очень перекликается с тем, что мы и до этого в наших предыдущих вебинарах поднимали вопрос. У нас в предыдущих вебинарах мы обсуждали вопрос семейного насилия во время пандемии. И как раз-таки там участники поднимали вопрос, что действительно необходимо готовить молодых людей к семейной жизни, необходимо готовить к статусу отцовства, материнства и вообще семейной пары. Да. И ваш ответ еще раз подтверждает, что это необходимо, что это давно назрело и что над этим надо серьезно работать. Спасибо большое за ваш такой хороший ответ. Я хотел бы сейчас обратиться к отцу Алексею вот с предыдущим вопросом. Рекомендации дает религия, чтобы справляться с ситуациями, связанными со страхом, стрессом, тревогой. Да? Здравствуйте, все участники нашего сегодняшнего вебинара. Благодарю за приглашение, благодарю организаторов. Конечно, вопрос этот очень интересный, глубокий. Дело в том, что сама вот эта идея или проблема борьбы со стрессом, с унынием, с тоской, с отчаянием, они называются, то, что сейчас слово депрессия, например, это подавленность. Задача такая возникла вот буквально вот с первых веков христианской веры, потому что по учению святоотеческому и библейскому, даже откровению, человека губят нечистые духи не только помыслами, которые толкают его на поступки вот, страстей, то есть там, ну вот, крайние проявления, когда пьянство, разгульный образ жизни, что еще что-то, но и наоборот, то есть когда человек вот настолько подавлен отчаянием, тоской, неинтересом, что вот подтолкнуть к самоубийству, потому что это один из главных грехов, и он называется в Священном Писании непрощаемый грех, в Священном предании. А почему?
потому что человек сам себя лишает возможности попросить прощения, потому что человек, это, как вот было выше сказано тоже, мы не только состоим из тела, но и души, и когда разлучается душа от тела, человек, он уже не совсем человек, это душа человеческая. Поэтому вот покаяние, раскаяние, оно ценно, когда человек вот находится в теле. Поэтому проблема, она огромная, и это без пафоса можно сказать, что многотысячелетний, то есть почти 2000-летний опыт преодоления. Ну, первое, конечно, самое главное, это живое упование на заботу. То есть такой термин в православии, в христианстве называется промыслительная забота. То есть Бог о нас помнит каждую секунду, каждое мгновение. Об этом Священное Писание говорит, что Он не оставляет нас без своего взгляда, без своей заботы никогда, никого. Абсолютно, даже в те моменты, когда человек вообще о Боге не помнит, не думает, не молится, не стремится к Нему. То есть промысел Божий, его забота распространяется на всех, как солнце светит, вне зависимости от того, люди выходят на солнышко или дома в тени сидят. Поэтому здесь, чтобы ощутить, чтобы получить это тепло, этот свет Божий, действительно, как вот сказал психолог предыдущий, что выйти на солнышко, не сесть в темноте дома, когда такая возможность есть, а для верующего человека это обратиться с молитвой, это самое первое. То есть, поэтому христиане молятся утром, молятся вечером, молятся в течение дня. Также хочу поддержать предыдущее выступление, когда уже был ответ на вопрос, очень, кстати, грамотный, очень близкий к духовной жизни. Вот. Дело в том, что состояние подавленности, вот этой депрессии, отчаяния, тоски, уныния, неинтереса ко всему, вот когда такое бывает, то у святых отцов интересный такой момент, вот именно христианский подход, православный. Не только пожалеть, во-первых, задать вопрос, а что случилось? То есть бывает, что у человека какой-то телесный действительно недуг, то здесь надо, чтобы каждый занимался своим делом. То есть нужно обращаться к докторам, к специалистам. Если прямых вот таких причин нет, то есть увидеть свое подавленное состояние из-за вот телесных каких-то вот неприятностей, а вот именно вот нету вроде причины, то здесь нужно увидеть, что это, во-первых, искушение, а во-вторых, странный, может быть, ответ, конечно, такие состояния бывают от проявления эгоизма, от гордыни. Поэтому, кому интересно, кто хочет действительно преодолеть, а не погибнуть, вот как было сказано свыше, раньше меня поддерживаю абсолютно, это духовный ответ был психолога, не психологический ответ, о том, что надо найти людей, как минимум, которым так же, как и тебе, плохо, попытаться. И ты сразу найдешь множество тех, которым гораздо хуже, чем тебе, и чем ты можешь им помочь, а это не всегда нужны материальные затраты, там, одежда, деньги, еда, не всегда. Доброе слово, участие, сочувствие, действительно не наставление, не проповедь, а вот именно живое соучастие, какое-то, даже в условиях какой-то удаленности, вот лишний раз позвонить, лишний раз поговорить, что-то вот поддержать, вот так вот, чем не то, чтобы там прям веселить, а вот как-то вот показать, что человек не один. И когда человек начинает вот этим вот заниматься, это опыт показывает, это действительно опыт тысячелетий и сотен народов, которые прошли вот это, вот люди разных национальностей, разных веков, они свидетельствуют, что это работает система, то есть не жить для себя, не быть эгоистом. Вот этот момент, то есть начать быть чем-то полезным кому-то. Ну, а в условиях, когда мы жили вот в изоляции, наша семья, ведь, как говорят, любите посторонних людей, в общем-то, просто потому, что им от нас ничего не надо, мы редко видимся, а вот попробуй любить тех, с которыми ты видишься каждый день, да по много раз на дню. Вот, собственно говоря, объект нашей заботы, главные объекты нашей любви, то есть наши домашние, наши семьи. Вот, когда мы уже вышли на улицу, вот возможность появилась, это наши сослуживцы на работе, сотрудники наши, товарищи, так сказать, коллеги. Вот, то есть не быть замкнутым в себе, то есть не только принимать, а отдавать, потому что вот есть такое выражение, вот закончу свое выступление, что тема очень огромная, есть удивительное выражение, не все его адекватно воспринимают по первости. Блажение давать, чем принимать.
Вот это священное писание, это слова апостола, которые ссылаются на слова Спасителя, кстати. Так вот, почему блажение, то есть счастливее давать, чем принимать? Почему? Кажется, ну, конечно, человек, который себя раздает, то он молодец, все хорошо. А вот если, почему он счастливее тем, который принимает? Дело в том, что в жизни, хочу напомнить, если мы готовы принять что-то, этим самым мы показываем, что мы нуждаемся в этом. Это правда. Но если вам действительно не нужно, вы избыточествуете, неважно, конфетами, там, деньгами, пищей, вас угощают. Вам не хочется брать, потому что вам не надо. Но если вы способны раздавать, это однозначно считается, ну, можно считать, что у вас есть маленький избыток. Поэтому это состояние нужно, которое жаждет получить что-то, надо себя привести в состояние, которое хочет кому-то что-то дать. И тогда не останется никакого этого места, тени, этого отчаяния, тоски, уныния, малодушия, вот этого всего. Потому что это Божий путь, потому что само слово «Бог», русское слово, оно идет от древнего санскрита, отдающий, жертвующий себя, то есть безвозмездно, то есть и слово такое славянское, источающий себя. Поэтому верующие, они берут пример с Бога, как это, может быть, странно не звучит, то есть Он себя раздает нам, и мы призваны поступать так же. Спасибо большое, отец Алексей, за такой развернутый, глубокий ответ и объяснение. Друзья, если есть вопросы к нашим спикерам, к нашему спикеру Гуляй Муслимовне или же представителю Русской Православной Церкви, отцу Алексею, пожалуйста. Если вопросов нет, то у нас и время близится к концу. Мы уложились. У меня есть вопрос, можно, да? Да, Юля, пожалуйста. Как перестать диагностировать у себя коронавирус по нескольку раз на дню? Это такое навязчивое состояние. Может быть, есть какие-то советы? Да, Гуляй Муслимовна. Как перестать диагностировать коронавирус у себя несколько раз в день? Да? Насущный вопрос. У вас микрофон выключен, пожалуйста, можете включить? Да. Спасибо, Юля, за вопрос. Я вспомнила историю, когда мы вот в Телеграме обсуждали, и один парень, кажется, в июне, да, у нас такой пик был, и он позвонил вот в телефон, ну, как бы врачам, и он говорит: у меня, наверное, вот это, у меня одышка, что мне делать? И она спрашивает: пульсометр есть? Проверили? Да. Воду пьете? Хорошо, да. Спите? Ну, иногда бывает, хорошо, да. Жить будете, не умрете, хватит. Поэтому иногда себя вот, ну, такие вещи бывают, что вот останавливать мысли, потому что вот изначально идут мысли, потом, если мысли ведут за собой определенные эмоции, эмоции – это уже состояние и ощущение меняется, соответственно, ваше тело тоже меняется. Если у вас такой, вы эксперт тревожного состояния, вам нужна помощь, сесть, но анализировать для того, чтобы вот это, запретить вот этим определенным негативным мыслям постоянно вас гложить. Ну а если вы только-только начинаете практиковаться в этом, что вот не можете остановить все эти мысли, выписывайте, говорите: вот у меня нету никакой симптоматики. Симптоматики мы знаем: кашель, температура, несколько дней температура держится. Если вы все время не ходите в маске, вот это, ну, вот эти, специальные гигиенические вот эти вещи не используете, то, пожалуйста, внутри себя глубокий вдох, это так, технику дыхания делаем. Выдох, еще раз вдох, еще раз выдох. Так 3-4 раза, потом говорите себе: у меня нету никакой симптоматики, я сейчас сама себе могу изменить либо в хорошую, либо в плохую сторону. Успокойся. Сказать: милая, я так тебя люблю, золото ты мое тело, пожалуйста. Сейчас моя голова не может успокоиться, но я выбираю, что мне, если нет никакой фактической информации, когда нету достоверной информации, например, если я точно уже выявила, что у меня температура, все нормально, у меня нету одышки, у меня обоняние не пропало, хватит.
придумывать себе на ровном месте проблемы. Успокаиваемся. Спасибо большое Спасибо. за ответ. Интересный вопрос был и ответ очень хороший. Да, есть еще вопросы? Да, отец Алексей. Есть маленькое дополнение, все-таки вдруг кому пригодится. Я вот переболел в легкой форме коронавирусом, а потом так получилось нечаянно. Когда была жара, я 2 раза сильно простудился, и потом оно перешло в пневмонию. Так вот, что я могу сказать, что, возможно, конечно, вот, да мне вопрос, конечно, больше к врачам, но с всем знакомым, близким я делился чем? Говорил, что когда в легкой форме переболел, это совсем не страшно. Вот если бы я не простудился вот по своей глупости, так, или как назвать это слово, неосторожности, что ли, вот такой вот беспечности, то оно бы в такую тяжелую форму не перешло. Поэтому, может быть, этим можно себе успокаивать кого-то, что сам по себе ковид, если вдруг вы даже и почувствовали, там, запах пропал или что-то, пока в легкой форме, то есть берегитесь, не простывайте, а это в нашей зависит как воле, это в наших руках, в нашей возможности не простывать сильно. И тогда он в легкой форме пройдет. Вот беда в том, что люди простывают и в пневмонию переходят. Вот именно надо очень хорошо где-то простудиться. А за этим можно следить. Спасибо. Спасибо Ему большое. тоже к сведению. Спасибо. Да, если нет вопросов, то я бы хотел, да, передать. Окей. Шакира Драгина, вам Да, вопросы? здравствуйте. Вопрос, просто быстренько вопрос. Вопросы, предложения, наверное. Спасибо большое, действительно очень интересная презентация. Я просто, извините, не с самого начала смогла, но подключилась, да, в принципе, вовремя. У меня такой вопрос. Вот сейчас, с учетом того, что поднимается волна, да, ну вот, во всяком случае, количество заболевших увеличивается с каждым днем. И наступает, просто я сама тоже переболела вот летом, да, в июле месяце. И одна из двух таких трудностей, которые были, вот как действительно отец Алексей сказал, это то, что переход в болезни из легкой формы в пневмонию. И, соответственно, вот возник такой психологический страх в первый момент. Да? Конечно, наверное, будучи взрослым человеком и действительно имея вокруг родных, близких, которые поддерживали, поэтому было достаточно, нелегко, но во всяком случае была возможность спокойно как бы оценить ситуацию и предпринять все необходимые меры. То есть вот, об этом тоже уже вот в презентациях тоже говорилось, но мне кажется, вот этот момент надо именно обратить внимание, что действительно наступает страх, видимо, из-за того, что очень много было и идет информации, потока, да, особенно летом не было понятно, что это за болезнь, как ее лечить и так далее. И когда врачи разводили руками, вот звонила я там, допустим, в поликлинику, и мне врач сказала, участковый, извините, ищите другого врача, я не знаю, как лечить. Да? То есть когда такие ответы были, действительно, это был определенный страх. Вот, это первое, мне хотелось вот на это, то есть как вот в такие моменты, да, что должен делать человек, наверное, да, вот, особенно если там, допустим, нет слишком много там окружающих, близких, которые могли бы помочь. И здесь вот, наверное, именно как раз-таки с учетом того, что у нас есть религиозные организации, есть общественные, да, вот куда обращаться. То есть как бы если у нас еще такие вот эти вот, телефоны доверия и так далее, куда звонить, вот чтобы мы могли как-то распространить эту информацию, да, людям. И второй вопрос, это касается... Да, вот как раз-таки куда звонить, если там нужна какая-то психологическая помощь, да, то есть сейчас как это все работает, вот, особенно с учетом того, что вот больницы уже опять заполняются, да, пока, конечно, есть места для больных, но заполняются. И вот в этом случае, когда будет увеличиваться количество больных на пике,
что предпринимается вот со стороны психологических тоже служб, вот, и, наверное, также со стороны вот, там, религиозных организаций, общественных, волонтерских, то есть чтобы можно было как можно больше такую информацию давать и шире люди могли получать информацию. Потому что вот, допустим, во время лета, то есть буквально приходилось шерстить там интернет, чаты, мессенджеры, пришлось там, допустим, даже на 118 было сложно дозвониться, да, вот на этот номер. В общем, очень много было таких вот не скоординированных действий, вот, и приходилось человеку буквально все это самому искать. Вот я думаю, как бы это сделать так, чтобы все-таки сейчас информация пошла больше, или ведется ли, может быть, эта работа, чтобы, может быть, мы тоже со своей стороны могли бы как бы распространить эту информацию через наши как бы каналы информационные. Спасибо. Хорошо, Спасибо. да. И относительно вопроса, относительно вот вашей презентации тоже, да? Да. Хорошо. Может быть, я не на все отвечу, но то, что я увидела, сейчас мы столкнулись уже с последствиями, когда вот переболевшие, когда вот страх, стресс, тревога, она уже переходит, меняет организм, и появляются такие симптомы, как частое забывание, упадок, концентрации внимания. Человек вроде бы помнит, и вот прям вообще совсем забывает. Либо нарушение сна, это уже реально организмическое идет. Или, например, другая крайность, некоторые люди, потому что вирус тоже, он коснулся, касается, меняет центральную нервную систему, это уже доказанная база, потихоньку мы узнаем больше. И я не знаю пока, есть ли у Министерства здравоохранения программа по реабилитации, нужно определенное время, где-то полгода или 3-4 месяца, программа по реабилитации. Почему? Потому что концентрацию внимания нужно тренировать потихоньку. Запах теряется у некоторых на короткое время, у некоторых на долго. Это тоже можно возвращать. Я даже у одного эксперта видела, если запах теряется, то память же тоже, как внимание, она притупляется, то есть это воспоминание есть, но вот этот запах, он может потеряться, поэтому берете, не знаю, хлебушек или яблоко или фрукт, нюхайте, не приходит, потом нюхать, то есть таким образом тренировать, чтобы мозг вспомнил, чтобы вот эти сигналы начали контактировать, потом вы вспоминаете, это тренировка памяти, то есть восстановление важно. И спортом заниматься важно потихоньку, чтобы кровь бежала, чтобы здоровье было, но это все не в таком режиме, как это было раньше. Да, больницы сейчас многие на карантин уходят для того, чтобы своих больных обезопасить, они просто закрываются. Пока вы ПЦР и рентген не сделаете, вы не можете даже прийти. Но в любом случае, просто может анализы какие-то определенные сдать на щитовидку, на гормоналку, а потом уже с терапевтом потихоньку для того, чтобы помогли прописать программу по реабилитации, потому что медикаментозно и организмически это уже врач делает, а потом с мыслями это наша сфера идет. Если вы ту часть делаете, помните, я говорила, что из 3 оболочков состоит человек, тело, душа и дух, и полностью можем регулировать вместе, идти с врачом. Это как работать в команде: пациент, врач, психолог. Только так. А пока я не видела программы от Министерства здравоохранения, программа по физической реабилитации и психологической. Мы с коллегами иногда разговариваем, и мы больше на ментальную часть идем, чтобы помочь именно с памятью, с вниманием, концентрацией. Но это временно, это не так сразу и никак это будет, не так, как раньше это будет. Вот. Спасибо большое. Спасибо большое. И вопрос: мы можем использовать те рекомендации, которые даны в вашей презентации, чтобы дальше Конечно. передавать, да? Можете, Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо большое. Если нет вопросов, то я бы хотел передать слово
представителю International Alert в Кыргызстане Шакират Топтосуной для заключительной речи сегодняшнего мероприятия. Ой, спасибо большое, Расул. Да. Ну, во-первых, я хотела поблагодарить выступающих. Вот, очень интересная действительно у нас сегодня дискуссия организовалась. Вот, я думаю, что так как действительно мы, наверное, разместим этот вебинар, да, на YouTube, вот, для более широкой аудитории, потому что у нас на самом деле не только те, кто сегодня участвовал непосредственно, да, в прямом эфире, но у нас широкая общественность есть, которая то есть и в соцсетях, да, как бы наши читатели, наши участники программы. Я думаю, что это будет очень интересно. И, возможно, может быть, будут какие-то тоже вопросы. То есть я хотела как раз-таки попросить, что если бы мы могли, вот и психолога, да, вот, может быть, тоже отца Алексея, да, если возможно, потом мы могли бы адресовать какие-то вопросы, которые будут через соцсети, может быть, через YouTube поступать, мы могли бы тоже адресовать. И второе, вот знаете, мне кажется, вот сегодня, конечно, эта тема только так вскользь затрагивалась, но она тоже, так как вот Искандер говорил, является актуальной для нас. Это вопросы домашнего насилия. И вот мне очень интересно показалась как раз-таки вот та рекомендация, что надо работать не только с женщинами, то есть жертвами насилия, а с насильниками, да, потому что так называемыми насильниками, но на самом деле я считаю, что это они тоже, с одной стороны, можно тоже их считать жертвами. То есть это жертва действительно может быть нашей образовательной, воспитательной системы, да, вот эти молодые, может быть, не молодые мужчины, да, чаще всего это, которые, может быть, в свое время как бы не получали достаточно психологической, моральной поддержки в семье, в обществе, и поэтому как бы выступает вот в такой в позиции насильника. Но на самом деле я считаю, что они тоже жертва вот этих всех обстоятельств, которые были у них в жизни. И вот, может быть, нам нужно будет вот эту тему тоже, потому что мы ее как бы работаем над этим, и вот не только в Кыргызстане, но и в других странах, и вот, возможно, надо будет подумать, какую можно было бы сделать программу в этом направлении, потому что этот вопрос не односторонний, да, не только вопрос жертвы, а, наверное, вообще в целом общество, и в первую очередь, наверное, действительно посмотреть на почему так случилось, почему люди выступают в роли насильников. Ну, это как бы отдельная тема, не сегодняшняя, конечно, но просто было очень интересно это тоже услышать. Вот, и на этом, наверное, я просто хотела поблагодарить также своих коллег, Расула за прекрасную модерацию, Айпери, Юлю, всех наших коллег и тех, кто сегодня участвовал, присоединился. Я просто видела, вот присоединились очень много тоже наших партнеров вот к сегодняшней дискуссии. Вот, всех благодарю за вот такое активное участие. Спасибо большое. Спасибо Спасибо большое большое. вам. Спасибо. Да, я еще раз хотел бы поблагодарить Гуляю Муслимовну за такую прекрасную презентацию и такие практические рекомендации, и отца Алексея, Джунуса Мурзалиева с Госкомиссии по делам религий, своих коллег за организацию сегодняшнего мероприятия, участников, которые участвовали, слушали нас. Всем желаю крепкого здоровья, не только физического здоровья, но психического, эмоционального здоровья. Не болейте. Дай Бог нам встречаться почаще уже не на таких площадках, а лицом к лицу, собравшись вместе, да?